Наука, история, религия и культура. Именно для изучения этих аспектов по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова делегация во главе с президентом Академии наук региона Джамбулатом Умаровым отправилась в Афганистан. Наука, основная цель это была наша с вами история. И мне, как и исследователю, и моим коллегам из Института гуманитарных исследований Академии наук Чеченской Республики было очень интересно узнать, какие сведения могут содержаться в музеях в лице каких-то артефактов, да? Афганистан – страна с древней историей. Освоение человечеством территории современного Афганистана началось со времен Среднего Палеолита. А нахождение Афганистана на Великом Шелковом пути позволило иметь связь с культурами Ближнего Востока и других частей Азии. На территориях проживали разные народы и существовали разные династии. Афганистан, он был все-таки исторически такой вот очень воинственной, перевалочной базой империи и цивилизации. И я уверен, что при соответствующем поиске мы что-то найдем из тех сведений, которые, например, начиная с 13 века могли оставить монголы, курсируя, так сказать, то на запад, то на восток, устанавливая, так сказать, своих людей на вершинах империй, как они это сделали, например, в Китае, как они это сделали в Иране, посадив на трон Ильханов, династию Ильханов знаменитую, как они это сделали, основав Золотую Орду в подбрюшье русских отдельных, или, скажем, удельных княжеств и так далее. Поэтому все эти миграции, в том числе и культурные, они происходили, вот это взаимовлияние культур, а культуры не стояли на месте, как и народы. Эти волны шли не только, так сказать, в эпоху монголов, они шли уже позже, они шли в эпоху тимуридов, самым ярким из которых был, например, Хайреддин Бабур, да, Хайреддин Мухаммад Бабур, который был основателем империи великих монголов. За 6 дней делегаты посетили несколько городов, среди которых Кабул, Кандагар, Джалалабад. Гости посетили места с яркой историей. Одна из таких локаций – Баги-Бабур. Там расположена могила основателя империи великих моголов Захир-ад-Дина Мухаммада Бабура. Также гости посетили Национальную библиотеку и архив, который находится при учреждении, и Национальный музей изобразительных искусств. Смотритель музея познакомил делегатов с уникальными экспонатами древности. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Архивы и музеи страны хранят уникальные знания, которые могут пролить свет на многие вопросы становления цивилизаций. Нам интересны археологические раскопки, которые сейчас, если сейчас, может быть, они не ведутся, но хотя бы велись когда-то. Какие результаты, что они получили, почему некоторые ученые делают, например, сравнение гаплогрупп некоторых типов чеченского народа, например, да, L3 есть такая гаплогруппа. Оказывается, что добрая часть пуштунских племен или тех же калашей тоже являются носителями L3. Относятся к этой гаплогруппе. И, может быть, тогда мы все-таки более серьезно подойдем, скажем, к индоевропейской версии возникновения и нашего языка. Да, может, это был микс с переднеазиатскими языками, такими как, например, хетто-урартские. Или, например, почему наши с вами предки не могли участвовать в формировании вот таких вот цивилизаций. Может быть, наши предки были визирями, может быть, были полководцами в этих государствах. Джамбулат Умаров отмечает, что подобные исследования должны приобретать небывалую актуальность в современном мире. С культурно-познавательной точки зрения это очень важный момент. Это очень важный момент, который должен актуализироваться наукой постоянно, особенно чеченской наукой. И
уже напрямую отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что мы и в Афганистане встретились с министром культуры Афганистана, который распростер перед нами все объятия. Мы посмотрели очень много чего в Афганистане. Мы были и в музее этнографии, мы были в музее антропологии, мы были в Национальном музее Афганистана и много чего там увидели. Много над чем придется еще работать. Узнав о прибытии гостей из Чеченской Республики, высокопоставленные лица в стране выразили желание встретиться с делегатами. Одна из значимых встреч состоялась с политическим заместителем главы правительства Талибан Маули Кабиром. Встретились и с Мавлави Абдул-Кадыром. Мы встречались с первым замом министра иностранных дел. Министр иностранных дел на тот момент был в Эмиратах, потом в Катаре. Мы встречались с министром коммерции и торговли Афганистана. Мы встречались с министром внутренних дел, с человеком по афганским меркам, легендарным, человеком, который очень рьяно борется с игиловскими отморозками, запрещенный в Российской Федерации, с Даиш, с хариджитами. Вот. Это Сираджуддин Хакани. К сожалению, несколько недель тому назад, что-то вроде около месяца назад, подвергся террористическому акту его родной дядя. Его взорвали прямо в мечети. Вот. И мы и от имени Рамзана Кадырова, главы нашей республики, и от своего имени принесли ему свои соболезнования. Вот. И сделали дуа. Министр внутренних дел Афганистана Сираджуддин Хакани передал ценный подарок для главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Это подарок для главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Также гостей ждали памятные подарки. Которые сделаны в Афганистане. Драгоценный камень нашего Афганистана. Вам подарок. Рамзана Кадырова знают и уважают во всем мире. Афганистан не является исключением. Мы благодарны за то, что они нас пригласили, и особенно благодарны за то, что они проявили в моем лице огромное уважение к Рамзану Ахматовичу Кадырову, который в том числе и в Афганистане, в общем-то, пользуется огромнейшим авторитетом. Несмотря на то, что пытались некоторые наши враги сделать талибов, в том числе и врагами чеченского народа. На самом деле это не так. То, что мы там увидели, то, что мы услышали. Чеченская Республика и Афганистан видят дальнейшие пути сотрудничества во многих сферах. В Афганистане тоже есть свои, так сказать, тарикаты. В Афганистане, например, мазхаб ханафи в основном, у нас шафи'и. И это абсолютно не мешает мусульманам общаться. Это направление, которое исходит из одного истока. Поклонение Всевышнему Аллаху и придерживание сунни пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Поэтому это ни в коем случае не вопросы религии, не вопросы политики, ни в коем случае не мешают нам сотрудничать с нашими коллегами, особенно той части, которая касается меня и академии, которую я возглавляю, наукой, гуманитарной деятельностью, бизнесом, предпринимательством и всеми другими, так сказать, направлениями мы можем совершенно спокойно заниматься в рамках наращивания российско-афганских отношений, заниматься. Принимающая сторона была рада подаркам, которые делегаты привезли по поручению главы Чеченской Республики. От нашего главы Чеченской Республики подарок лично вам. С вашего Также чиновники из Афганистана надеются, что в ближайшем будущем они смогут посетить с ответным визитом регион. На данный момент принимающая сторона очень хочет посетить нашу республику, посмотреть этот наш благословенный чеченский край, мечети и медресе. Они хотят проникнуться нашим победным настроением, потому что Чеченская Республика – это, пожалуй, единственный первый регион, который победил на своей территории международный терроризм. Они очень хотят делиться с нами какими-то своими культурными, научными и прочими достижениями. Не нужно думать, что в Афганистане культура и наука и культура застыли. Это неправда. Они живы, они действуют.
Несмотря на все происки западных СМИ, которые пытаются очернить Афганистан, обстановка в стране стабильная, заключил Джамбулат Умаров. В стране в целом, несмотря на то, что некоторые западные СМИ пытаются демонизировать ситуацию, сделать ее максимально негативной, я не услышал там, за все это время я бывал в разных местах, ни одного взрыва и ни одного выстрела. Комментировать всеобъемлющее я не могу, потому что я поехал туда заниматься не тем, чтобы для того, чтобы мониторить общественно-политическую ситуацию, да, или военно-политическую ситуацию. Ну, наверное, в каких-то районах может быть и тревожно, да, ну, особенно на границе с Пакистаном, с Таджикистаном. Опять же, все потому, что, и они сами об этом говорили, они все время обнаруживают факты проникновения на свою территорию представителей, пополняющих ряды ИГИЛ, например. Поэтому это определенную озабоченность у них вызывает. Но в Кабуле и в Мазари-Шарифе, и в Кандагаре, в Джалалабаде, в основных, так сказать, самых больших городах, районах и, скажем так, субъектах этой страны, областях, дистриктах, как хотите, пока ощущается спокойствие. Российско-афганские отношения сейчас выходят на новую веху развития. Чеченская республика играет положительную роль в укреплении связей между странами. Современному поколению необходимо знать историю, чтобы на основе знаний и определенных исторических фактов оценивать современную политическую ситуацию в мире. Без знания истории человеку трудно сформировать собственную картину мира и понять, какие события происходят вокруг нас и как на них реагировать. Благодаря новым возможностям, открывшимся делегации Чеченской Республики, нам откроются не только исторические тайны, но и будут развиваться отношения с Афганистаном во многих сферах. Валентина Савельева, Джалудин Арсенукаев. Новости.